Культура основывается на развитии, на любви к совершенству. Культура – это познание совершенства. Мош Шалдышук Меххой. Доброго времени суток всем зрителям национального канала. В эфире программа «Культура». С вами Лиза Барахоева. Смотрите сегодня в выпуске. Почему именно Чиполлино? Наверное, просто по той причине, что многие люди, большая часть поколений выросла на этом мультике. Директор театра юного зрителя Муса Хадзиев рассказывает о новой постановке и перспективе на ближайшее время. Средневековая история зеркал. В Венгурском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялось открытие выставки, несущей магию прошлого. Судьбой народа слив свою. В Национальной библиотеке состоялось открытие выставки, приуроченной к 115-летию выдающегося ингушского классика Идриса Базоркина. Средневековая история зеркал. В Венгурском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялось открытие выставки, которая не оставит равнодушным никого. О магических свойствах зеркала говорят издревле. Сотрудники музея собрали самые интересные экспонаты и поведали их историю. Экспозиция без сомнения привлечет внимание всех, кто интересуется историей, культурой и тайнами прошлого. Зеркало, предмет, кажущийся обыденным в современном мире, в средние века обладало особым, даже сакральным значением. Оно было не просто отражением, но и связующим звеном с потусторонним миром, символом истины и самопознания. Именно этой многогранности и посвящена новая выставка. Сотрудники музея провели кропотливую работу, собрав впечатляющую экспозицию, представляющую средневековые зеркала во всем их многообразии. В нашей выставке у нас представлены средневековые зеркала, это разных видов, форм. Зеркало – это простой предмет, но с ним связано очень много преданий, легенд. И мы знаем, что когда люди раньше, наши предки строились, они строились около рек, озер. Ну почему? Потому что не было зеркала, и вот именно вода заменяла им зеркало. Первоначально они не знали, что такое, когда они смотрят в воду, видят свое отражение, они не знают, это что такое. Но постепенно они поняли это свое отражение, и они начали строить около рек, озер дома, чтобы вот именно вода служила им вместо зеркала. Мы еще знаем, вот дошло до наших времен легенда про Нарцисса, который увидел себя в отражении в воде, влюбился в себя и умер от любви к себе. И вот среди истории, корни, история возникновения зеркала начинается до начала бронзового века. Здесь у нас представлены зеркала, начиная с 5 по 11 веков. Именно такие вот старые средневековые зеркала в фондом музея находятся. Как делали зеркала? Они делали форму круглой. Почему круглой? Потому что, видя солнце, знак символов солнца, они делали зеркало круглое. Они думали, что как солнце он будет сиять. И так же, как они думали, он и сиял. Делали круглые формы, туда они плавляли бронзу, заливали, и после остывания мастер полировал до появления блеска. И после остывания только потом начал наносить орнаменты. Орнаменты были разного вида, были растительного вида, но больше встречались растительного вида, потому что именно наши предки, видя то, что было кругом им, они и то и рисовали полоску. И также они рисовали формы в виде зверя. Именно рисовали зверей, орнаменты людей. Почему рисовали именно зверей, людей? Потому что до принятия ислама были язычники, и они верили, что именно какой-то дух может сглазить их, войти в них, и чтобы себя оберечь, они носили с собой кулончики в виде зверей или человека, или наносили на зеркала, как, например, это зеркало. Здесь мы видим уникальные орнаменты в виде зверей, орлов, и они думали, что именно такие орнаменты, именно вот эти наносения, их будет оберегать от злых духов. А также вот эти зеркала носили с собой воины. Они пришивали зеркало к колбу своему шлему или кольчуге. И именно отражение, вот это сверкание ослепляло врага глаза, и они выиграли бой.
Мы знаем, есть еще одна легенда о Персии, который обхитрил Горгону. Он дал посмотреть Горгону в бронзовый щит, то есть взглянуть на самой себя, и от своего отражения она окнемела. И таким образом Персия выиграл этот бой. Мы знаем, что каждый, войдя в любой дом в данное время или учреждение, мы натыкаемся на зеркало. В каждом доме и учреждении есть зеркало, но разных видов и форм. А раньше были только круглые зеркала. Большинство все находки, которые были найдены на территории Ингушетии, это круглые зеркала, и это означает, это символ солнца. Также у них было назначение, что они думали, зеркало будет сиять, как солнце. И у нас очень много разнообразных зеркал. У нас в фондом музея находится много зеркал. Также были найдены люди, которые находили зеркало у себя, не копая или делая какие-то фундаменты, натыкались на уникальные артефакты, они передавали нам, в краеведческому музею. Посетители смогут увидеть редкие образцы зеркал различных форм и размеров, изготовленные из разных материалов, от полированного камня до металла. Выставка позволит не только полюбоваться красотой древних предметов, но и узнать об их истории, технологиях изготовления и обрядовом применении. Каждое зеркало рассказывает свою историю, отражая не только внешний облик, но и мировоззрение людей той эпохи. Мы постарались раскрыть для посетителей сакральную историю зеркал, показать их роль в жизни средневекового общества, отметили сотрудники музея на открытии выставки. Кому интересна наша выставка, может посетить краеведческий музей, также может приобрести билет по Пушкинской карте. Зеркала у нас, когда точности я сказать не могу, но были найдены на территории Ингушетии. Люди, которые у нас, как я говорила, начиная строительство, делали разнообразные фундаменты, ямы копали, они находили, передавали нам. Здесь очень много зеркал, это только часть, которую мы выставили. У нас в фонде находится очень много зеркал. Но зеркала это до начала бронзы, это 3000, даже 35 тысяч лет тому назад. Даже есть зеркала. Даже вот те склепы, которым были обнаружены, вот есть гамузийский городище, которым мы обнаружили склепы. Там же тоже нашли очень много разнообразных зеркал. Цори склеп, который был обнаружен, были очень много разнообразных зеркал. Даже бишти, которые были в реставрации, были обнаружены зеркала. И мы знаем, что наши девушки носили раньше на поясе сумочки. И в каждой сумочке девушка носила что? Носила зеркало, расческу и нитку с иголкой. В каждой сумке девушка, выходя на любое мероприятие, на выход, она всегда ложила в сумочку зеркало, нитки, иголкой и расческу. И вот со всех склепов находятся зеркала. Это не постоянно по экспозиции, это у нас временное, но у нас на витрине нашей в зале археологии выставлены несколько зеркал, которые люди могут постепенно видеть, постоянно знакомиться, потому что, как мы сейчас видим, так, как и сейчас наши девушки были в то время модницами. Эта экспозиция – возможность заглянуть в прошлое, увидеть мир глазами наших предков и, возможно, открыть для себя что-то новое. Выставка «Средневековая история зеркал» позволит каждому прикоснуться к тайнам прошлого, запечатленным в отражающих поверхностях древних зеркал. Не упустите возможность увидеть эту уникальную экспозицию. Судьбой народа слив свою. В Национальной библиотеке состоялось открытие выставки, приуроченной к 115-летию выдающегося ингушского классика Идриса Базоркина. Выставку бережно собрали из самых известных его произведений. Здесь представлены стихи, романы и личная биография писателя. Со дня основания Национальной библиотеки мы занимаемся тем, что собираем информацию о наших ингушских писателях, собираем их книги художественные, научные и другие. И сегодня можем похвастать тем, что у нас очень богатый фонд Идриса Базоркина. Практически все издания его главного романа «Из 7 веков» имеются в нашем фонде, и они представлены на нашей выставке. Начиная с первого издания, это «Запев» из романа «Из 7 веков». Он по нашей просьбе переведен на 16 языков
помимо русского, на котором Идрис Базоркин написал. И это издание есть продукт Национальной библиотеки. Составителем является Лидия Мальсагова. Хаттер, де царятер кунхейвейц би, ужелях зулушлатылды, вейкаманаси, жмукунхуб, да, кунхей бахбейц, жмукунхей хабибл, вейкаман. В экспозицию вошли не только книги и работы мастера пера, благодаря трудам сотрудниц библиотеки Лидии Мальсаговой и Заримы Евлоевой удалось передать красоту и многогранность его творчества. Задеяна, дак начал долуш, хайгл долуш, дал саши белуяны, диксакхану, дики языр хохану, цуны произведения в России, в Республике Юацич, кыт пачакары, за границей адве эрсала юзжи, популярности юзжи, как док кли маргиш хадилятсу, вештяч исмувико алве эрсала виналач, бадур икире, ар валят мухамдес, ар валят мухамдес, нах маргиш сирдякатсу, доктор Дулхамагам аздатсу истории, хайостайцу. Суна Тахана звай мягк писатель Идрис Базоркин, хествей дагвиха, чун выставки анхазаву хавину, хаж. Гагосагвар, диксагвар, нях мотхор, адми мотхор, халдор сакхану. Царь дел диахам, тахан емох лорби, якам дин сидак, сим цидуади дин яздиш, кинишкаш, стихач, байтиш, токамаш ляттер. Идрис Базоркин писал пьесы, которые ставились на сценах театров Тбилиси и Грозного. В годы Великой Отечественной войны он создавал патриотические произведения, поддерживая дух народа. Также отстаивал права ингушей в период депортации. Идрис Муртузович ушел из жизни 31 мая 1993 года, но его произведения продолжают жить, они бессмертны. И данная выставка яркое тому свидетельство. В Ингушском государственном театре юного зрителя состоялась сдача нового спектакля, долгожданного и любимого многими поколениями «Чиполлино» по знаменитой сказке Джани Родари. Постановка этой яркой и поучительной истории осуществлена заслуженной артисткой Республики Мордовия Лилией Шаховой. Она привнесла в знакомый сюжет свежий взгляд и оригинальную интерпретацию. Важно отметить, что руководство ТЮЗа очень тщательно подбирает репертуар и всегда радует своих зрителей. Мы пригласили к нам в студию директора театра, народного артиста Республики Ингушетия, члена Союза театральных деятелей Российской Федерации Мусу Хадзиева. Мы рады приветствовать вас. Взаимно. Расскажите, пожалуйста, более подробно о постановке, почему выбор пал именно на Чиполлино и как с этой задачей справилась Лилия Шахова. Почему именно Чиполлино? Наверное, просто по той причине, что многие люди, большая часть поколений выросла на этом мультике, выросла на этой сказке. Она очень интересная, яркая, содержательная, игровая, самое главное, то, что необходимо для детей. И сказка говорит о добре, о помощи другу, о помощи, взаимной помощи. То есть она говорит о самых лучших качествах, которые воспитываются в человеке. Поэтому, наверное, именно эта сказка и стала. Ну и плюс ко всему, если даже она и не входит в школьную программу, в изучение школьной программы, эта сказка, она очень интересна для наших детишек. Плюс ко всему, Лилия Шахова постаралась сделать эту сказку, ну, помимо того, что заложено смыслом, да, в этой сказке, она постаралась сделать эту сказку яркой, интересной, своеобразной, сочной, такой колоритной, ну, имеется в виду видеоряд этой сказки. И поэтому, да, вот этот спектакль выстрелил. Визуализация имеет очень большое значение, да? Особенно когда касаемо деток. Абсолютно. А более подробно хотелось бы узнать непосредственно о сотрудничестве. Когда привлекаются режиссеры из других регионов, а возникают ли трудности с адаптацией, учитывая наш менталитет? Или когда касается сказок, то такой вопрос особо не стоит? Нет, ну,
Конечно, адаптация необходима для любого человека, который приезжает к нам в республику, поскольку, права, ментальность разная, понятия разные, а взаимоотношения тоже разные. Если она, допустим, там у себя в театре привыкла там гаркнуть там таким крепким словцом на актеров. То есть непосредственно как контактировать. Пройтись, да, тут немножко иное. Но это не касается Лили Шаховой, поскольку это второй ее приезд, это вторая ее работа у нас в театре. Первой работой была сказка «Говорящий кувшин», просто потрясающая сказка, которая полюбилась нашим детям, и мы ее часто показываем. Вот. И вот сейчас второй выстрел вот такой вот, тоже очень интересный, своеобразный, яркий, который дает возможность не только зрителю, да, вот, окунуться в сказку, в историю этих героев, ну и самим актерам немножко искупаться вот в ролях, в игре, вместе со зрителем. На ваш взгляд, когда можно говорить о том, что постановка имеет успех, помимо реакции зрителей, да, это, мне кажется, самый главный комплимент, это полные залы, это отдача, это те эмоции, которые читаются по глазам даже детским. Но помимо этого, если смотреть чисто профессиональным взглядом, уже как эксперт, не как зритель, по каким критериям вы оцениваете? Критерий, конечно, много. Это и режиссура, это и сценография спектакля, это и работа актеров на площадке, как они правильно или нет доводят до зрителя те установки, которые ставит перед ними режиссер. Потому что у каждого режиссера есть свои установки, свои определенные правила игры, да, которые она предлагает работать и актерам, и актеры обязаны выполнять вот все эти требования. Вот когда вот эти все три, скажем, компонента совпадают, когда все сходится, спектакль выстреливает и очень хорошо получается в показе. Это вот даже на примере в прошлом году, когда мы сделали спектакль «Гадкий утенок», который просто прогремел, и при всем при том режиссер... Это была группа из Санкт-Петербурга, да? Да, и Санкт-Петербургский международный фестиваль детских театров, где мы заняли гран-при, и то, что мы выставляли его по линии СТД, и он вошел в 100 лучших спектаклей России. Серьезно? Да, и получил, вошел спектакль в золотой фонд. Ну и мы стали, благодаря этому спектаклю, есть такая национальная премия «Золотая маска». Так вот, мы стали дипломантами этой «Золотой маски». Здорово. Спектаклем. Вот эти три компонента, о которых мы говорили выше, вот они как раз-таки именно в этом спектакле выстрелили. Причем могу сказать, что не все актеры, которые были задействованы в этом спектакле, имели профессиональное образование. Даже так? Даже с чем это связано? Была нехватка или нет, почему? Нет, ни в коем случае. Мы решили... Это эксперимент? Во-первых, был эксперимент самого режиссера. Она сама подбирала из тех актеров, которые есть в театре, она подбирала сама команду. И так вышло, что она выбрала молодежь, которая, в принципе, она у нас проходит в театре стажировку, работая в театре. Мы готовим молодежь и смотрим с двух сторон, готовы ли они работать в театре, не готовы, какой потенциал у этих ребят, у девочек, у парней.
И потом уже делаем направление в институт, обеспечиваем их полным образованием театральным, и они становятся уже профессиональными артистами. А возможно, эксперимент дал такой результат, потому что у них нет вот этого какого-то ограничения, то есть шаблонности, каких-то правил, и когда у них нет базовых знаний, они уже по ощущениям интуитивно действуют. Может быть, что в этом? Ну, конечно, это прежде всего, поскольку эти ребята, которых мы взяли в театр и которые сейчас работают как бы, ну, и в вспомогательном составе, они от природы очень одаренные. И неважно, какой ты профессией занимаешься, главное, что вот направление человека, да, которое он взял, он его добивает. То есть есть ментальность такая, упорство, да, человеческое. Этого у нас не отнять. Да, вот этим упорством и внутренним еще каким-то шармом, я не знаю. И стержнем внутренним. Да, наверное. скорее всего, вот эти ребята вот обладают именно вот этими качествами, на которые купилась режиссер этого спектакля. И, естественно, когда в Питере впервые за долгие годы, за 30 лет, мы получили гран-при фестиваля, для нас это был, во-первых, шок. Мы были очень рады, и накладывало на нас очень большой отпечаток. Поделитесь планами на ближайшее время, какие постановки нам ждать? Многие зрители наши знают, что мы из года в год готовим очень яркие, интересные постановки именно для детей, и которые смотрят не только наши детишки, да, но и приходят с папами, мамами, бабушками, дедушками. Семьями приходят. И мы после спектакля, как правило, получаем очень много отзывов. Благодарность зрителей, и не только детей, но и взрослых. Поэтому, поскольку у нас это театр юного зрителя, и мы немножечко расширили зрительскую аудиторию, мы решили вот следующий спектакль, у нас на очереди это «Выходили бабки замуж». Как интересно звучит, название уже многообещающее. Да, как бы название, оно вызывает улыбку, но это такая немного трагикомедийная такая вещь. Неожиданно. Да, очень интересная и для взрослых, ну и для более зрелого зрителя нашего. Я надеюсь, что тоже очень понравится. То есть каждый найдет что-то интересное для себя, независимо от возраста. Абсолютно. Вот. В дальнейшем, после этого спектакля, мы хотим уйти немножечко вглубь веков, немножко копнуть нашу историю, нашу самобытность, и хотим сделать спектакль по нардским эпосам. Поскольку это очень древняя, очень яркая, очень интересная культура, и многие просто знают, да, вот нардский эпос, а что это? Как-то это визуализировать, показать. Да, что это вообще такое, с чем, как говорится, едят его, Да, мало я кто знает. В большей степени по картинам Имагожева ориентируюсь Не здесь, более если брать того, Ингушетию. да. Не более того. И поскольку у нас самих вызывает это большой интерес, да, нам надо все-таки копаться в своей истории, понимать, кто мы есть, для того, чтобы правильно вести за собой в будущее тех, кто нам верит, нас слушает, нас смотрит и двигается вместе с нами. Вот. Ну и, естественно же, у нас также в плане тоже очень яркие, интересные сказки. Это «Приключения Незнайки». Тоже очень интересная сказка, которая, я надеюсь, будет радовать нашего зрителя с таким вот интересным персонажем. Опять-таки, детишки его знают, и мультики смотрели, и сказки читали, поэтому это все узнаваемо. Главное, как это все преподнести, как это все преподать.
Поэтому вот как-то вот такая перспектива. Но в любом случае перспектива у нас и еще одна, это давать рост не только нашему театру за счет вот этих новых постановок, но и рост актеров. Мы будем приглашать режиссеров также, мы не перестанем их приглашать, поскольку каждый режиссер вливает в театр какую-то новую струю взаимоотношений друг с другом, Чтобы не вариться в собственном видение соку. актеров. Да, конечно. Поэтому это очень важно, чтобы актеры могли работать не только с одним человеком, который, ну, будем говорить откровенно, постоянное общение друг с накатанное, другом, это приедается. Поэтому нужен впрыск какого-то нового адреналина, что-то новое, может быть, абсолютно не связанное с тем, о чем мы думаем. И человек видит, допустим, ту же самую картинку, да, но просто она с другой стороны. Ну, это и обмен опытом, и новые Абсолютно. эмоции. Да. Это актерам очень важно. Ну и плюс ко всему, это подстегивает актера быть все время в тонусе и выдавать для зрителя очень яркие, интересные персонажи, героев, сказки. Вот как-то так. Вот такие перспективы. Перспективы очень радужные. Мы желаем вам успехов, удачных постановок. Спасибо большое. Спасибо. Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова продолжает принимать заявки на обучение по программам дополнительного профессионального образования. Заявки принимаются в онлайн-формате до 12 августа текущего года. Мастерские: актерская программа «Актерское искусство в современных условиях», режиссерская программа «Искусство режиссуры в 21 веке», продюсерская программа «Продюсер в 21 веке». Прием на обучение производится на конкурсной основе. Новый учебный год начнется в сентябре. Народный артист России Никита Михалков является ректором Академии. Он подчеркивает, что обучение в Академии – это всегда очень насыщенное время для ребят. Это не только занятия, но и творческие встречи, мастер-классы, уникальная возможность посетить любые выставки, спектакли, фильмы и фестивали. Это возможность окунуться в уникальный мир кино. Кроме того, в этом учебном году на базе Академии будущие слушатели смогут принять участие в международном просветительском проекте вместе с молодыми профессионалами из других стран. До конкурса на программы профессиональной переподготовки допускаются абитуриенты, имеющие высшее образование в области кинематографии и театрального искусства, на программу «Актерское искусство в современных условиях» и многие другие. Подробная информация на официальном сайте Академии. Верьте в свои силы и смело воплощайте свои мечты. На этом наш выпуск подошел к концу. До встречи в эфире «Национального».